Добро пожаловать в ком-трансляции. ТикТок. Общайтесь с ведущим, зрителями. Не забывайте соблюдать правила сообщества, чтобы трансляция была безопасной. Так, друзья, приветствую вас всех. С вами снова я, Орти Аслан. Сегодня 23 марта 2022 года. И я вам расскажу, начну с того, алейкум ассалам, всех приветствую, друзья. И я вам расскажу о сегодняшней ситуации. А, так, друзья, приветствую еще раз. 23 марта. Скажите, напишите мне, вот кто смотрит, вы слышали, вот я зачитывал сейчас данные Министерства обороны Украины. Скажите, вы это видели или связь оборвалась? Так, видимо, связь оборвалась у нас. Ну ладно. Короче говоря, я только что зачитывал данные, ну, с телефона, и, видимо, когда я переключался на то, чтобы зачитать данные Министерства обороны Украины, связь у нас оборвалась, и вы, видимо, не увидели. Ну, в общем, скажу, очень много уничтожено. Сотни и тысячи уничтожено единиц техники, танков, более 100 самолетов, вертолетов, очень много уничтожено. 15 600 человек, оккупантов, также уничтожено. Бои сейчас очень интенсивные идут по всей Украине. Поэтому вот такие вот дела, друзья. А наши побеждают. Слава Богу. Слава Украине. Все будет Ичкерия. И отлично все. Дай Бог. Господи, благослови Америку. Некоторым это очень не нравится, когда я говорю, особенно русским фашистам. Ну и также некоторым прихвостням русских фашистов это не нравится. Поэтому будем говорить почаще. Так, друзья, задавайте свои вопросы. И будет вам счастье, как говорится. Ставьте лайки, распространяйте нашу ссылку, раскидывайте, присоединяйтесь. Давайте обсудим ситуацию в Украине. Так, заходим, друзья, потихонечку. Ставим лайки. Чем больше лайков, тем больше зрителей. Друзья, ставьте больше лайков, чтобы нас больше увидело людей, чтобы мы могли максимально рассказать о ситуации, складывающейся в Украине. Честно, без русской пропаганды, только самые честные сообщения от нас. Слава Украине! А где Шойга? Героям слава! Шойга пропал. О, беда. Видимо, пошел пасти этих оленей. Так, нам арабы зашли. Так.
Так, друзья, ставьте лайки. Отлично. Нас становится все больше. Привет с Украины. Витаю вас, Милана Жаданяха. Витаю вас, Милана. Почти поті українців, завтра и Путин пропаде. Эх, твои уста да Богу в уши, как говорится. Пасти украинцев, Казахстан, приветствую. Друзья, знаете, нам рассказывают там Шойга, Путин там и так далее. Опять же, привет с Берлином, привет Берлин, приветствую вас, друзья. Опять же, дело не в Путине и не в Шойге, и даже не в Патрушеве, хотя это самые отъявленные кровавые преступники. Дело в фашистском настрое русского народа. Русские поддерживают эту войну. Я не знаю, как это можно объяснить, но завтра, конечно, они будут сожалеть об этом. У них ситуация, экономическая ситуация просто критическая. И на этом Запад не останавливается. Их дальше будут мочить по полной, просто как только могут. Вот такие вот дела. Вы не знаете, воюют еще кадыровцы на Украине. Но на Украине воюют они или нет, я не знаю. Но в Украине они есть. По крайней мере, такие сообщения приходят, что они пока есть. И они будут там находиться. Потому что это никакие там не отдельные какие-нибудь там отдельная армия чеченского народа на вас не нападала. Это палачи чеченского народа. Это прихвостни оккупантов. Те же самые лугандонцы. Ваши лугандонцы – это наши кадыровцы. Поэтому не нужно их выделять в отдельную какую-то группу. И на самом деле воюют все против вас, да, все. И в том числе и украинцы против вас воюют. Поэтому выделять их отдельно, я понимаю, что их раскручивают и будут как можно больше пробовать посылать чеченцев туда, чтобы как можно больше мы друг друга убили, получается, да, обманутые чеченцы, которые туда поедут, да, так называемые кадыровцы, и украинцы. Но дело в том, что эти люди воюют ради величия России, русского оружия, русской идеи и для того, чтобы вернуть ускользающую из рук фашистской России великую историю великой Украины. И поэтому эти чеченцы не могут воевать ради чеченцев. Они воюют ради ранее украденной истории Украины. Вот в чем дело. Поэтому давайте не выделять их. Это, к большому сожалению, это позорит нас всех чеченцев. Это заставляет нас оправдываться. Но нужно понимать, что мы не одни из них, мы такие же, как вы, свободные люди, и никакого отношения к этим фашистам мы не имеем. Это нужно понимать. И не нужно их выделять. И знаете, это делается для того, чтобы вас запугивать, чтобы сломить дух, который невозможно уже ничем сломить. Слава Богу, да, украинцы выстояли. Первая схватка, она самая важная, очень влияет на дальнейший настрой, на дух, да, побеждают ведь не оружием, при том, что оно необходимо, что и деньги нужны, и все остальное. Но если нет духа, сколько бы ни было оружия, сколько бы ни было денег, финансирования, поддержки, при всем при этом выиграть невозможно. И уровень духа сейчас украинский на самой высокой точке. Чему я безмерно рад, и это говорит о том, что мы победим. Нам ничего не страшно, мы у себя дома. Слава Богу. Так, леди Мария. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, леди. Так что это войска Инстаграм. Мы их называли раньше в советской, говорю, первой русско-чеченской войне. У нас были товарищи, которые, это, конечно,
ну, приблизительно такого же склада люди это были, которых называли рекламные боевики. Они обвешивались вот со всем оружием, которое только возможно, как вот сейчас кадыровцы, и светились где-то там в населенных пунктах, там, где они живут, где их знают, там, и так далее, и так далее. И наши еще бойцы рассказывали, что вот они выходят из боя, недельного боя, просто чумазые, грязные, уставшие, голодные. На войне очень сильно, когда выделяется адреналин, человек очень сильно проголадывается, очень сильно хочет есть. Говорит, мы выходим из боя, уставшие все такие, и откуда ни возьмись, грязные, говорит, оборванные, ободранные. И в этот момент вылезают рекламные боевики, в чистом, даже обувь у них чистая блестит, с хорошим оружием, хорошо экипированные и так далее. Действия, они пропадают опять, и нам приходится самим опять воевать. Вот приблизительно то же самое, эти рекламные боевики Путин готовил очень долго, они пришли на вашу землю. Но дело не в бурятах, да, в прошлую войну нам тоже вот постоянно навязывается этот нарратив, что это буряты, что какие-то там кадыровцы, что какие-то там другие третьи. Нет, друзья, это русско-украинская война с целью захватить Украину, чтобы владеть ее историей. Вот такая вот эта необычная война. Украв даже не у единокровных, хотя они называются единокровными, потому что Россия это такая каша из разных национальностей и даже рас, русские имеется в виду. И эти люди хотят захватить вашу историю. Без вашей истории они не могут существовать. Вот так они и будут продолжать воевать против вас. Я сразу скажу, так, давайте я почитаю ваши комментарии. Я сразу скажу, конечно, я не за Путина и не за Кадыра, но вопрос, такой вам не жалко этих, ну вопрос такой, вам не жалко этих парней? Ассаламу алейкум, Казахстан, алейкум ассалам. Мне жалко, знаете кого? Тех, кто пошел туда насильно. Добровольно, осознанно, взяв в руки оружие, идущий человек захватывать чужие земли, чужую территорию, убивать чужих людей, при всем при том, что я гуманист, при том, что я против насилия, я прекрасно отдаю себе отчет, что вооруженного преступника, боевика остановить можно только силой. Поэтому, как бы мне кого не было жалко, при всем при этом люди, которые идут с оружием в руках на чужую страну, убивать чужих людей, оккупировать их нужно останавливать только лишь силой. У чеченцев есть пословица: войну можно остановить только войной. Больше никак. К большому сожалению, это так. Мне очень жаль. Я бы не хотел бы, чтобы чеченцы принимали участие, да, так называемые кадыровцы, не принимали в этом участие. Это, плохо. Это очень плохо. Но жизнь такая, вот так сложилась. Мы остались один на один с людоедом, как говорил об этом Джохар Дудаев, зайти в клетку с медведем и жить с ним в этой клетке. Да, мы не хотели этого, но в силу разных обстоятельств, из-за того, что нам мир не помог, мы оказались оккупированы, фактически в заложниках. И народ, который находится в заложниках, над которым 20 лет проводится эксперимент, то появятся люди, которые будут подвержены пропаганде, которые окажутся вот в такой ситуации, что они пойдут дальше воевать уже на другие народы, против других народов. Если произойдет то же самое с Украиной, я вас уверяю, что новые солдаты империи пойдут воевать за русскую империю, которая, конечно, станет в 2 раза сильнее, если не в разы,
и уже с большим количеством человеческого вот этого пушечного мяса пойдут новые солдаты воевать против других народов. Большому сожалению, большому сожалению. Но я уверен, что Украина выстоит. Я очень в это верю и надеюсь на это. А что ты взял, что земля чужая? Ну вот когда бред пишут эти ватники, как тебе такая идея пришла? Так. Какая идея? Я не понял. Добровольно были наверняка, я не отрицаю. Добровольцы были наверняка, я не отрицаю. Историю учи. Да я знаю достаточно, не волнуйтесь. Я учил в свое время. И каждый день учусь, кстати говоря. С чего ты взял, что земля чужая? Так, вернемся к этому вопросу. Взял с того, что это исконно украинская земля, и даже если бы она не была исконно украинской землей, есть такое понятие в современном мире, как международное право. И благодаря этому неидеальному международному праву, с которым я иногда в корне просто не согласен, в том числе потому, что там ООН постоянным представителем, постоянным членом Совета Безопасности ООН является фашистская Россия. С этим я тоже не согласен в корне. Не согласен с тем, что чеченцев отдали на растерзание фашистской России. Но при всем при этом я считаю, что оно необходимо и оно играет большую, важную роль в мире. Так вот, международное право однозначно гласит, что земля, на которой сейчас идут боевые действия, принадлежит украинскому народу. И это является украинским государством. И это признавала до 2014 года фашистская Россия, по крайней мере на словах. Как оказалось, на деле она готовила интервенцию. Поэтому все ваши вот эти бреды, что вот это там ваша земля, это Московия. Или же ваша земля, которая, вот если придерживаться международного права, но раз вы не придерживаетесь международного права, то в отношении вас оно тоже не должно соблюдаться, что, я уверен, уже происходит и будет происходить далее. Вы бы свои земли окучили бы, вы бы свои земли засеяли бы, сделали бы из них какую-нибудь там Швейцарию, Голландию или Японию какую-нибудь. Но вы же этого не делаете. Все земли, которые вы захватываете, превращаются просто в руины. Кёнигсберг, который вы захватили, которая тысячелетняя немецкая земля, по сравнению, при всем при этом вы пытаетесь это сделать там, более таким лучшим, при всем при том, что там вам оставили уже отличные строения, которые до сих пор стоят. По сравнению с Германией, Калининград это просто деревня. Возьмем Курилы и Японию, ну и любое место, куда пришел ваш русский мир. Вы не сами не живете, вы людям не даете жить. Вы на земле существуете, ваша страна, ну, по крайней мере, последние 100 лет, ну, может быть и больше, существует для того, чтобы показывать людям, как не надо жить. Все познается в сравнении. Так вот, ваша страна, фашистская страна, убогая страна, варварская страна, преступная страна. Вот как не нужно жить людям на этой земле, показывает ваша фашистская Россия. Так, я надеюсь, я исчерпывающе ответил на ваш вопрос. Так, это русская земля и будет русская. Русская земля пишется с двумя «с». Русская. Поэтому сперва научи свой язык, а потом уже можешь о чем-то разговаривать, как говорит земля. А в чем разница из одних кафиров прягаться за других? Азамат, я так полагаю, ты кавказец, да, какой-нибудь? И как про каких кафиров говоришь. Кефиры, другие молочные продукты, это из той области, когда люди ничего не хотят делать. Да? Есть люди, которые сражаются, конечно, за свои какие-то взгляды, но есть люди, которые ничего не делают, и когда нужно помочь Украине, они говорят: о, это же кефиры, такие же, как русские. Ну, если как русские, мы бы за них... Это раз.
Во-вторых, сражаться мой враг моего врага, как говорится, мой друг, сражаться против многовекового врага, это очень необходимо и важно для того, чтобы все получили свободу. Я, знаете, знаю один такой пример. Вот у нас были много достойнейших лидеров. Там, Шамиль Басаев, там, ну, много других разных. Дока Умаров, разные третий, десятый, Джахар Дудаев. Вот этих людей называли, вот такие вот, как ты, Азамат, называли их агентами российских спецслужб. Что они провокаторы, что они сражаются против русских, они гибнут, их родственники гибнут, и их называют еще агентами российских спецслужб. Не знаю, что это за такой агент, которого всю семью убивают, его самого убивают, что это за задание такое, которое им дают. И это делалось для того, чтобы отбить охоту у людей поддерживать ту или другую сторону. Так вот, нам Бог дал, как инстинкт самосохранения, то же самое, инстинкт справедливости, я считаю. И этот инстинкт справедливости нас склоняет к тому, что Украина на правильной стороне, и мы, как справедливые люди, должны поддерживать, вне зависимости от нашей религии, национальности и так далее, этих людей. Несмотря на то, что они нам сделали геноцид и так далее. Прошу заметить, Азамат, украинцы не убивали чеченцев, ну, если там, за редким исключением, как сейчас кадыровцы были среди них, к большому сожалению. И мы никогда не воевали. Украинцы в Голодомор прибыли к нам на Кавказ, и каждая чеченская семья считала за честью, за радостью принять эту семью, поддержать их, прокормить и так далее. И у нас, среди нас, чеченцев, живет очень много, ну как сказать, обчеченившихся украинцев, которые женились, у них дети, внуки, там, выходили замуж, и они уже являются частью нашего общества, частью нашей. Они остаются, некоторые остаются при этом украинцами, они знают свои корни, но при всем при этом это наши люди, и мы их любим и уважаем, вне зависимости. И вот с тех пор мы так породнились с украинцами. Украинцы приезжали воевать против фашистской России за нас. И мы сейчас поехали воевать туда. Поэтому вот кафиры, мафиры, если ты против кафиров, то тебе нужно выступать против фашистской России давным-давно, а не сидеть и не писать здесь разную ерунду. Иди с Эшенбергом интервью делай. Да, обязательно, не волнуйтесь. Знаешь, почему ты так говоришь? Потому что ты привык жить на халяву и понимаешь, что этому пришел конец. Ну, во-первых, почему я решил, привык жить на халяву, а во-вторых, почему пришел конец? За что пришел конец? Я живу в Германии. Ко мне никакой конец не пришел вообще. О чем ты говоришь? Ну, и, во-первых. Во-вторых, я не живу на халяву. Поверь мне, я всегда, благодаря фашистской России, с самого ранней юности, всегда сам добывал себе на жизнь, на хлеб, и очень хорошо это делал. Так, запомни, кирдык будет твоей Америки, говорит этот. Ну, кирдык, не кирдык, а мы сейчас посмотрим. За ваш рубль дают, за 1 цент, цент, дают меньше, больше вашего рубля. 1 цент стоит больше вашего рубля. Так что, идите, давайте, Вася, скоро будете тут пятый угол искать. Да какие они агенты, кнопочные герои, говорит. Так. Америка живет за счет Европы. Да, какой ты умный. Какой ты умный. Куда ты воевать поехал? Ты что несешь? Так. Салам алейкум, героям слава. Алейкум ассалам. Так охотно услышать, когда он скажет... Так охота услышать, когда он скажет Ахмат Псина. Я сейчас скажу Ахмат Псина и могила. Доброго вечера, мы с Украины, ЗСУ. Приветствую вас, друзья. Желаю вам от чистого сердца победы,
дай бог, чтобы вы выстояли, дай бог, чтобы как можно сильнее вы дали пинка этим мерзким оккупантам, которые пришли на вашу землю своими грязными сапогами. Слава Украине, слава ЗСУ. Так, Путин царь. Я снова тут. Так, привет, Миша. Мы тебя видим. Убрать флаг. Привет. Як справа. Все супер. Вы красавчик. Дуже дякую. Слава Украине, независимой Ичкерии. Героям слава. Что там про Шойгу? Шойгу пропал. Шойгу пропал. Ушел в тайгу, видимо. Убрать флаг Америки. Да мне проще тебя убрать. Из чата. Путин царь бог. Какой вам царь? Вам и нужен. Так, класс, класс, ребят. Украина это русские. Если бы Украина была это русские, это назывались бы не Украина, а русские. Анзор, это было не тебе. Так, это я не Анзор, меня зовут Аслан Арцую. Пора тебе смириться с этим, что теперь будет рулить Россия. Я, знаете, удивляюсь, вы психически нездоровые люди. Ваш Гиркин, ваш Путин, вот ты. Ну, ты можешь тролль, там, тебе деньги платят, ты делаешь. Но Гиркин, мне кажется, это убежденно это заявляет. Это вообще тяжело психически больной человек. Просто тяжело больной. То же самое Путин. Я, если честно, не думал, что Путин нападет. Я знаю, что от вас Россия не отстанет. Я знаю, что это экзистенциональная угроза существования Украины. То есть угроза существования Украины. И что от вас они не отстанут. Я в этом не сомневаюсь нисколько. Баркал. Но при всем при этом я не думал, что Путин вот так широмасштабно пойдет, что вот он парадом, в парадной форме в БТРах, там, в своих этих грузовиках, приедут украинцы, все разбегутся, все будет хорошо, и великая Россия станет еще величавее. Извините, у меня просто хорошее настроение. Но оказывается, советники Путина имеют меньше аналитической способности, чем у меня, у стороннего наблюдателя за это. Хотя у меня не так много информаторов в Украине, да, моих друзей, знакомых, которые мне поставляют информацию. У меня не так много информации, кроме вот в интернете покопаться, а у них там и деньги, и информаторы, и так далее, и так далее. Но это нужно быть насколько идиотом вот таким маршем пойти на Украину. Это просто невероятно. Я не думал, что настолько вы кретины. Я знаю, что вы кретины. Я знаю, что вы дебилы, которые, как в Коране сказано, и Путин цитировал это. Кстати говоря, я уверен, что ему специально Господь заставил его процитировать эту часть в Коране, эту суру, привести вот эту цитату, что если человек хочет, если Господь хочет наказать человека, он лишает его разума. Вот он из Корана как-то там лизал Турции и процитировал вот это. Ну и там как бы по дружбе он с ними там решил упрекнуть их там ссылкой на цитату из Корана. Так вот, я в это верю, как мусульманин, и Бог лишил вашего Путина разума, а также еще большую часть ваших вот этих ватников. Поэтому никакой России больше не будет, друзья. Все, приехали, закончилась Россия, поверьте. России конец. Так. Слава Ичкерії. Дуже дякую. Героям слава. Украина. Так, я Вайс Баден. Спасибо за поддержку Украине. Дуже дякую. Так, наши земляки. А где Ичкерия? Ичкерия это Чеченская республика Ичкерия. Временно оккупирована фашистами. Ай, но мы все знаем по именам и скоро будем зачищать. А что это? Это что по нации? Не может быть чеченцем. Не понял вопроса. Так. Так, деламо унаобо. Сому им до амелдацу. Правильно.
Вы пишите оскорбление, а, я буду правильно зачитывать. Дела хомокунова, нела унахито боя. Вот, да, я такой. Алиночка, Алиночка, будьте людьми безразличны, откуда вы. Да, Украина, Ичкерия – это сила. Абсолютно так. Вы видели, вчера наши бойцы разносили там фашистов? Видели? Там бегал один, только успел гранатометный снаряд туда засовывать. Бабах, бабах. Вот так вот. Ичкерия снова на охоте. А ты кто по национальности? Я чеченец. Ой, так, воядарна гояцогул башт бук я Аллах. Воядарнага предательшхаларду войну агаски мезешах юаххеларду и ищу вой проблем. Вой башт хербу. Они все зомбированные, брат. Да, да. Ты американский силач, да, я такой. Ой, пардон, я имел в виду, что такой царь вам и нужен. Это я этому писала, что про царя говорил. О, окей, ангел, принято. Ходи, оглядываясь. Алиночка, я даже не знаю, что такое оглядываться, бояться. О чем ты говоришь? Ну, перестань. Ты долго в Германии живешь? Достаточно. Ты где в Германии прячешься? Город Гамбург. Могу в любой момент, в любом месте с тобой встретиться. Приезжай. Так. Пойдем. Ochtua boldir, azumnash dyč bolnach, шуять ночи цад дик очам ешь украинч. Инду. Так, сказал я уже, кто по нации. Будьте людьми. Так, ночи, сила, слава Украине. Героям слава. Дуже дякую. Вы скоро удивитесь, что Путин сделал все правильно. Ты это расскажи тем 15 600, которые уже сложили свои буйные головушки на украинской земле. Правильно он сделал или нет? Да, правильно, конечно, правильно сделал. Он у вас ведь великий стратег. Все величие Путина, я вам расскажу величие Путина. Все величие Путина без преувеличения, без предвзятости, я вам объективно расскажу. Дуже дякую, Миша, дуже дякую. Все величие и правильность Путина заключается в его абсолютной бесхребетности, его лжи, его подлости и безмерной жестокости, коварстве и так далее, и так далее. Вот это и есть все ваше величие. Это отражение, вот за это его и любит русский народ, за то, что он так беспардонен, так похабен, аморален. Вот за это вы его любите. Я вам расскажу, я рассказывал у себя в стримах, еще раз расскажу, чтобы вот такие люди, которые считают, что Путин все делает правильно, которые подверглись большому сожалению к этой пропаганде фашистской. Путин, когда приходил к власти, это КГБ, не один Путин, которые посчитали, что вот за место Ельцина должен прийти террорист Путин. Он взорвал своих же граждан. Он с Патрушевым. Они все это организовывали, делали, вели и так далее, и так далее. Когда он взорвал эти дома, да, один Буйнакский, два в Москве, один в Волгодонске, и третий дом, когда взрывали в Рязани, хотели взорвать в Рязани, их поймали. Вот это все правильно делал ваш Путин. Да? Его террористы не смогли даже нормально жилой дом, не какой-нибудь военный объект, где охраняется, жилой дом просто взорвать не могли, не попавшись. Они попались. И Патрушев сказал, что это были учения, там был сахар и так далее. И это единственный террористический акт, который приписывается к Шамилю Басаеву, который засекречен на 75 лет. Это должно было послужить только лишь засекречивание этого террористического акта, вот это учение в Рязани,
на 75 лет, это должно было заставить вас, русский народ, подняться, показать, что вот вы не согласны с тем, что делает Путин. Затем Путин просто в наглую, зная, что русский народ стерпит все, особенно когда он начинает, то есть русский народ начинает кого-то убивать, он прощает все своему хозяину, ему дали убивать. И вот эти орки были отправлены в Чечню, обвинив их, нас, то есть в взрывах этих домов, отправили в Чечню топить наш народ в крови женщин, детей, стариков. То же самое, что сейчас делаете вы в Мариуполе. И это единственное достижение, которое сделал Путин за все это время. Это он маленькую, малюсенькую Чечню, которая 150 километров только в длину. Понимаете, за 1,5 часа, за час ее можно проехать на машине, эту Чеченскую республику. И это единственное достижение, которое сделал Путин. И, конечно же, Запад, который много ему позволял, посадил ему на шею, сам себе посадил на шею. И теперь война в Украине, в том числе на вина чиновников, некоторых чиновников тут на Западе, без сомнения это так. И обязательно эти фамилии тоже нужно будет назвать вместе с военными преступниками из России. Вот эта ситуация дала Путину, во-первых, дала возможность Путину подготовить кадры, то есть вот этих людоедов, которые потом пойдут в Украину, которые сперва пойдут потом в Грузию, потом пойдут в Украину, потом пойдут в разные в африканские страны и так далее, и так далее. Ну и, конечно же, сейчас эта война уже против Украины. Вот это дало возможность Путину стать вот тем самым великим Путиным. Ну и, конечно, цены на нефть и газ, деньги, благосостояние фашистов в России, оно стало лучше. За всю историю русские никогда так не жили, особенно после этой крепостного своего права, которое плавно перешло в коммунистическое, в советское крепостничество. И более-менее свободные русские стали более-менее хорошо жить. Появились какие-то деньги, появились возможность брать машины в кредит там, и так далее, и так далее. То есть Запад пустил вот этого козла к себе в огород. Просто взяли и запустили к себе. Это все, что сделал ваш Путин. Вы простили ему убийство своих же русских женщин и детей. Не где-то живущих в Харькове или в Грозном, которого вы тоже наших русских там убивали, а своих же русских, своих же в Москве, в своем же Волгодонске, в своем же Буйнакске. Вы это все простили. Вы заслуживаете того, чтобы ваша страна была уничтожена и ликвидирована. Вы не состоявшееся государство. Вы не можете быть государством. Вы говорите, Украина не государство, Чеченская республика Ичкерия не государство, Казахстан у вас не государство. Нет, это вы не состоявшееся государство. Вы не способны построить нормальное, действующее, цивилизованное государство. Вы живете в ГУЛАГе, и другого вам нельзя подавать. Вы обязаны жить в ГУЛАГе. Вы так воспитаны, вы так устроены. Не все, конечно. Многие сейчас уже начали осознавать, куда влезли. Но только когда их это непосредственно коснулось. Это тоже не делает чести людям, которые ждут, пока их коснется. Только тогда они начинают возмущаться. Надо возмущаться, когда по вашей вине, по вашему русскому оружию, по вашей русской армии, русскими березами, русскими танками убивают их. Вот тогда нужно тоже быть человеком и говорить об этом. Так, посмотрим, что говорит. Так, Франческо слинял. Сейчас посмотрим. Давайте, может. Ладно, уже все, потерял я. Я еще пока не умею. Так, вот тут много комментариев. Давайте
Спасибо, брат Астан, ты говоришь правду. Дуже дякую, брат. Яка ваша думка про Зеленского? Знаете, Владимир Зеленский является президентом Украины. Я очень критично отнесся, когда наших бойцов чеченских включили в санкционный список вот до начала вот этой крупномасштабной войны Путина. Сейчас их исключили, там все такое и так далее. Сейчас они воюют и так далее. Но это очень плохо было то, что было сделано. И поэтому я очень критично относился к Зеленскому. Я вообще его перестал упоминать, старался его не упоминать. И поддерживал только украинский народ, да, украинскую армию и украинский народ. Все. Потому что это реально те, кто на своих плечах отстаивает свободу своими жизнями, своим здоровьем, в том числе психологическим здоровьем. Я знаю, что война это не только ранение в тело, но и в душу. И сейчас же, когда против вас идет страшный враг, я считаю, что Зеленский это верховный главнокомандующий, это гетман. В современном мире гетман избирается на определенный срок, поэтому я считаю, что Зеленского нужно поддерживать. Пока явно доказанной измены не будет с его стороны, мы все обязаны, и я в том числе, как гражданин Чеченской Республики Ичкерия, обязан поддерживать Владимира Зеленского. Ну, конечно бы, я бы хотел бы, чтобы не было таких выражений со стороны Зеленского, как там Басаев там захватил Буденновск там, и так далее, и так далее. Владимир Александрович тогда веселил тех, кто нас убивает. И, наверное, тогда ему заложили в голову, что Басаев является каким-то террористом и так далее. Не дай бог украинской армии, украинским солдатам оказаться в том положении, в котором оказались чеченские солдаты. И в один день у Шамиля Басаева убили 14 членов его семьи. Детей, в основном это были дети и женщины, сбросили русские бомбы на их дома в его родовом населенном пункте Ведено. И в один день погибло 14 женщин, детей. Там мужчин, по-моему, один, по-моему, был всего лишь мужчина. В основном были дети, в основном были и женщины. И через 2 недели Шамиль Басаев, мы могли созерцать его на НТВ в Буденновске. Через 2 недели после этого убийства. И когда ему сказали журналисты, вот вы захватили людей в заложники, вы террорист там и так далее. Он сказал, я не террорист, я диверсант, я не террорист. И он не убивал женщин и детей. Он захватил весь город Буденновск, уничтожил там их милицию, полицию, там все, кого только можно было. Там лечились в больнице, проходили там профилактории летчики, которые бомбили нас. У нас, к сожалению, не было стингеров, и это те самые летчики, которые сбрасывали на нас бомбы, и на родственников Шамиля Басаева тоже. Их нашли, их расстреляли, их задержали, уничтожили аэродром, несколько там, по-моему, ну, могу ошибаться, по-моему, аэродром или вертолетную площадку уничтожали в Первомайском, это Салман Радуев. А в Буденновске вот летчиков нашли, и, может быть, не тех, кто сбросил бомбы на дом Шамиля Басаева, но летчики были, когда не выполнялись требования, их расстреливали. И мы находились в тяжелейшей ситуации, в тяжелейшей. Мы во время войны просто вышли на территорию противника и там провели диверсионную операцию. Поэтому такие выражения мне от Зеленского тоже не нравятся. Так, это верховный главнокомандующий, гетман, которого должны все поддерживать. Извините, что так долго рассказывал, но вот, чтобы было ясно мое отношение к Зеленскому.
Я русский, я слушаю, но боюсь что-либо говорить. Ну, хорошо, что ты понимаешь русский. Если ты понимающий, то ты на светлой стороне истории и береги себя. Такие люди нам нужны. Мы должны пережить это все. Ну, зараз як лідера країни. Слава Україні, Зеленський достойний. Зеленский достойный президент и идет правильно. Слава Украине. Героям слава. Красавчик Аслан. Дякую. На мою думку, він буде до кінця. Він буде до кінця. Так, уезжай в Украину. Я делаю то, что я делаю, не уезжаю в Украину, поверьте мне. И мне угроза моей безопасности, она ну, не меньше, чем в Украине я находился бы, поверьте. А я правозащитник, я разоблачаю фашистскую ложь, их пропаганду. И им это очень не нравится. У меня это неплохо получается. Я уже научился немножко различать, да, всю свою жизнь я изучаю этих фашистов, знаю прекрасно то, что даже украинцы сейчас, даже некоторые не поверят в то, что я им рассказываю, я это уже знаю досконально, этих вещей. Поэтому я как гуманист, как человек мирной профессии, вношу вклад, и поверьте, это не очень, не полностью безопасно, скажем мягко. Но мне плевать, мы же чеченцы. Так. Асан, разнеси, что в горле у них не пролазило. Что ты попадешь в рай, и он ушел на войну. Город и погиб. Мы привет полагаем, Аллах располагает. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Так, не думаю, но вы... Так, Аслан, прочитай мои 2 смски. Так, ну, пиши лучше заново. Аслан, помиритесь с Тузиком. Я с агентами русских спецслужб не дружу и не мирюсь. Вы о чем, друзья? Я ни с кем не ругаюсь. У меня есть враг российская, фашистская Россия и ФСБ. Представители вот этих спецслужб, вы мне давайте зубы не заговаривайте. Я прекрасно знаю, что я делаю, друзья, поверьте. Поверьте мне, сейчас к вам эти тузики будут лезть под видом чеченцев, заступников Украины. Не верьте, я прекрасно все знаю насчет этих мерзавцев. Не лезть. Это подрусские. Не лезть. Оставьте этих подрусских. Так. Ты сам воевал, брат? Нет, я не воевал. Чего думаешь про батальон Азов и Айдар, герои Украины? Все, кто защищает Украину, вне зависимости, Азов это, Айдар это, чеченцы это, грузины это у вас там воюют, территориальная оборона, это все герои и защитники. Не знаю, о чем вы говорите. Так, друзья, вы уже 6000 лайков поставили. А ну-ка, еще 6 сможете? Раз. Чем больше смотрят, мне тут пишет, тем больше появляется, тем больше зрителей у нас будет. Так, пользователь подписался. Объявление, друзья. Смотрите, у меня есть другой. Этот канал у меня на волоске висит. Меня постоянно банят. Они охотятся на меня в этом интернете. У меня есть другой TikTok канал. Называется Аслан Арцуев. Реалити это у меня YouTube канал. Просто можете искать меня по имени. Аслан Арцуев. YouTube сейчас в России, кстати говоря, мой YouTube канал запрещен в фашистской России по требованию Роскомпозора. Но сейчас YouTube полностью может закрыться. Поэтому я создаю новую площадку. Выходить в стримы можно только если есть 1000 подписчиков. На том канале у меня нету 1000 подписчиков. Пожалуйста, переходите на канал Аслан Арцуев и подписывайтесь на него. На этом же канале есть ссылка на тот канал, на тот Аслан Арцуев. Чтобы в случае, когда меня блокируют, я могу выходить всегда в эфир и с запасного канала. Так что вот такие вот дела.
Як ваша думка про Порошенка? Дуже дякую за вопрос, конечно. Ну, это, во-первых, я не хочу ничего говорить плохо про... Уже я предвзят, и не объективен, точнее, потому что я не хочу говорить плохо в эфире про украинских президентов. У меня есть очень хорошее обоснование поддержки моей Порошенко, но я считаю Зеленский круче. Это так, к слову сказать. Порошенко, то, что он разделил украинскую церковь и русскую православную церковь, это разделение. Мы здесь в Гамбурге ходили, поздравляли всех, будучи мусульманами, поздравляли, ходили на мероприятия, которые здесь в Гамбурге, в церкви, там у них там есть кафешка там такая, там мы общались, службу наблюдали, ну, короче говоря, целиком и полностью тогда я поддерживал это действие, потому что РПЦ это КГБшный отдел. И человек, который делает такое важное, исторически важное дело против КГБшной церкви, даже если он против чеченцев, при именно Порошенко выдали Тимура Тумгоева, вызвав с линии фронта, где-то он там на передовой был, вызвали и передали фашистской России, которого сейчас пытают, которого, скорее всего, убьют, которому дали 18 лет вот этой фашистской России. Это моя предъява. То, что вот сделал вот это, ну, это сделала Генеральная прокуратура, президент это все не мог контролировать и так далее, но при нем это было сделано. Я считаю, что Порошенко, ну, нормальный парень. Но, что бы я хотел? Я бы хотел, чтобы стал новым президентом Украины чистокровный, если так можно сказать, украинец, патриот, не какой-нибудь там рьяный какой-нибудь националист, умеренный националист и патриот, и который имеет боевой опыт вот в этой войне. Вот я бы хотел бы видеть такого президента Украины. Но это решать украинскому народу. Я не гражданин Украины, хотя Владимир Зеленский сказал, что все, кто помогут Украине, они получат гражданство, что они могут получить гражданство Украины. Я с первых дней, еще когда я жил в Москве, с первых дней войны, оккупации Крыма, выступаю на стороне, из-за этого уехал из фашистской России, так как уже невозможно было находиться, я был бы ликвидирован или посажен. Поэтому я считаю, что мне тоже полагается гражданство Украины, и как только война закончится, я буду ходатайствовать об этом. Так что, Зеленский, тебя за язык вас за язык никто не тянул. Придется вам мне тоже дать. Посмотрим. Так. Антителеканал Хадуй Ала без комментариев. Ассаламу алейкум из Англии, братан. Ва алейкум ассалам. Так, лугандонцы к нам пожаловали. Ты почему на Украину помогать своим братьям украинцам не едешь? Я вот в данный момент как раз своим братьям украинцам помогаю. Разоблачаю вас и рассказываю, какие вы ничтожества. И поверьте мне, и у меня это хорошо получается, и это доходит до нужных сердец. Поверьте. И кадыровцы сейчас не особо рвутся ехать воевать в Украину и так далее, и так далее. Поверьте, я за своих братьев украинцев до конца буду стоять. Вы просите позволить забрать тела кадыровцев и похоронить по законам ислама. Но разве в исламе... Так, гроза хошнырью. Да, я с тобой согласен. Ты шнырь, гроза. Ассаламу алейкум. Так, ва алейкум салам. Тебя тоже скоро кирдык желаю. Тебе тоже скоро кирдык желаю. Дякую. Приятно слышать от врага такое. Значит, все делаю правильно. Было бы хорошо, если бы вы так не считали бы.
и желали бы мне долгих лет жизни. Это было бы печально, друзья. Это правильно, что вы желаете мне смерти. У нас это взаимно. Яко будет Украина после войны. Так, Миш, ну, я, конечно же, не знаю, какой она будет. Но я могу немножко пофантазировать, представить, какой она будет. Во-первых, победить фашистскую Россию украинским духом, украинский солдат. Это, во-первых, очень сильно поднимет авторитет в мире украинцев. Уже поднят на такую высоту, на которой он, наверное, никогда не был этот уровень. И дай бог будет дальше таким. Это поднимет самооценку самих украинцев. Вы, во-первых, станете самой мощной европейской армией. Войдете обязательно в НАТО, как и мы, впрочем, как и мы, обязательно в НАТО. Это гарантия безопасности наша. Говорить о том, что сегодняшние технологии, армейские, вооруженные силы, которые сейчас оснащаются танками, джавелинами, дронами и всеми остальным, это говорит о том, что Украина будет самой мощной. Соответственно, если вы будете самой мощной и ваш союзник будет США, а по всей видимости на ближайшие десятилетия ваш союзник будет США, и это самое верное, что вы можете сделать, потому что все мечтают быть союзниками США, чтобы США вот так поддерживали, такие слова говорили. Вот в этом деле у вас будут инвестиции, это я уже про экономическое благополучие Украины. Украинцы очень талантливый народ, трудолюбивый народ, как мы выяснили, очень смелый народ, очень свободолюбивый народ. Поэтому, все будет Ичкерия и Украина, как говорится. Я только хорошо вижу. К большому сожалению, идет война. Сейчас об этом говорить, конечно, наверное, немножко неправильно, потому что гибнут люди, гибнут не только орки, гибнут женщины, гибнут дети, гибнут старики, гибнут лучшие из лучших солдат, представителей Украины. Это солдаты, защитники Украины, но, к большому сожалению, это война. И она может унести еще очень много жизней. Очень много. Потому что эти ублюдки будут вот этими трупами закидывать. Мы в первую, во вторую войну уничтожили от 80 до 200 тысяч этих оккупантов. Некоторые ублюдки из числа чеченоговорящих забыли о том, что вот эти оккупанты нас убивали, сжигали, топили, насиловали, все что угодно делали. Перешли на эту сторону, сейчас мне пишут некоторые комментарии из них. И мне стыдно за этих ублюдков, но что поделаешь. Если бы все чеченцы были бы такие, как Джохар Дудаев, то нам не с чем было бы сравнивать Джохара Дудаева. Но для того, чтобы мы понимали, кто такой Джохар Дудаев, мы должны увидеть вот таких ублюдков. Так что слава Украине. Кривой Рог, приветствую вас тоже. Так-то, как обижаются. Смотрите, как все обижаются. Да не обижайтесь вы. Подумаешь, замочат вас еще немножко, сдадитесь вы там массово. Кстати говоря, Арестович сказал, что лагеря для военнопленных строятся. Ждите большого контрнаступления, значит. А то, что Ваньки будут сдаваться массово, в этом можете нисколько не сомневаться. Ванька умеет сдаваться, любит это дело. Дайте ему только возможность, он с удовольствием сдастся. И будет потом жить на украинском сале, поедая, запивая, если его угостят, горилкой.
Так, слава Украине, слава Ичкерии. Героям слава, друзья. Джахар тогда почему оставил эту Ичкерию? Джахар погиб, сражаясь с фашистской Россией. Новосибирск будет столица. Не знаю. Это не чеченцы, ты знаешь, мы знаем. Отлично, хорошо, что вы знаете, что они не чеченцы. Я уже вначале выучить историю Ичкерии. Я уже начал выучить. Да, я вам расскажу. Историю Ичкерии я знаю досконально. Можно сказать, да, не будем слишком самоуверенными. Хоть я не был свидетелем, личным участником этих событий, но я общаюсь с участниками этих событий, много получаю важной информации. Так, Вала Ярсо Цахайкал Долшта Гумач. Так, так, я тоже хочу знать. Ну, ты не обижайся, как тебя там? Леди Мария 95. Не обижайся. Ну, что поделаешь? Ну, ты за тех, кто убивал нас всю свою жизнь. Я против этого. Ну, так сложилось, что поделаешь. Мне очень жаль тебя. Я тоже хочу знать. Смотрите наши стримы, я вам буду рассказывать историю Ичкерии. Она у нас интереснейшая и очень захватывающая. Я умею захватывающе это еще передавать вам это. Так, якщо Україна відновити ядерний потенціал, на якому буде місці? Так, якщо Україна відновить ядерный потенциал, на якому буде місці? Это вопрос или утверждение? А мне вас тоже очень жаль, говорит леди чеченоговорящая. Ну, леди, ничего страшного, потерпим. Так, это на каком месте будет, если восстановит ядерный потенциал? Правильно я понимаю украинский язык? Ну, украинский, я думаю, вообще, знаете, вообще, что я считаю? Ну, во-первых, украинцы, это вам совет наперед, не только не зазнаваться, хорошо? То это очень такая, даже незаметно для себя человек зазнается. Это мы тоже проходили, и я вам заранее предупреждаю вас, не зазнавайтесь. Ту-ту-ту. Постучу, чтобы. Это тоже очень большое испытание, не меньше, чем война, поверьте. И как только зазнаетесь, вы проиграете. Ядерное оружие, конечно, это была большой ошибкой, которая была по поводу передачи. Ну, это я, наверное, считаю, это, наверное, наравне с предательством. Сейчас, если восстановите, конечно, вы стали бы супер и так далее. Не знаю, получится у вас или нет. Дадут вам те же американцы, другие, потому что сейчас это очень большая проблема, ядерное оружие. И все от него пытаются его как-то взять под контроль. Но я считаю, что украинцы должны стать лидерами в славянском мире. Вы таковыми являетесь по факту. По историческому факту зарождения вот Киевской Руси там, и так далее, древнейшей великой историей, также по своему духу за борьбу не только сегодняшнюю, да, эта борьба только месяц идет, та, которая была раньше в истории, и вам русские, которые украли вашу идею, вашу историю, брали ваших вот этих, как они называются, ну, хохлами вы их называете, брали, как сейчас, кадыровцы, да, кадыровцы те же хохлы, которые обрусевшие, правда, еще по-русски, правда, не научился говорить Кадыров, но там есть кто и очень грамотные, которые на их стороне. И если бы не эта Россия, вы бы и так были бы ведущие в славянском мире. Белорусы маленький, меньший народ и так далее. Поэтому, не знаю, восстановите вы ядерный потенциал или нет, но я считаю, что вы должны быть лидерами. Я буду всячески это популяризировать, продвигать,
что вы являетесь лидерами в славянском мире. И с удовольствием буду с вами дружить. Так, пойдемте, почитаю ваши комментарии. Мы гордая Вильна, Украина. Да, Миша, я знаю. За это я вас уважаю от всей души. Искренне. Так. Зазнаваться не наше. Ну, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Мы тоже так говорили. Знаете, когда наши чеченцы приезжали в какую-нибудь арабскую страну, там, куда-нибудь, узнавали чеченцев, все хотели подойти и потрогать. Эта Россия, она так запугала этот мир, что казалось, что те, кто стоит с оружием в руках против нее, это такие смертники, которые не получат победы. А мы первую войну победив во всем мире и уезжали, и чеченцы это передавали. Вот представьте, вот сейчас, например, здесь в Гамбурге, когда мы видим украинцев, мы не знаем, каких они взглядов, мы им кричим «Слава Украине!», Украина победит сразу же. Мы поддерживаем их, потому что нас также поддерживали, и это очень вдохновляет людей, когда понимаешь, что весь мир тебя поддерживает, что ты прав, в конце концов. Вот этот инстинкт справедливости, он в украинце, как во всех нас есть, и он понимает, что я на правильной стороне, я за справедливость, значит, все верно. Поэтому вот таким образом мы будем, мы посчитали, что мы какие-то особенные. Вот о чем я говорю. Это может быть преждевременно вам об этом сейчас говорить. Просто я пытаюсь поделиться опытом, потому что неизвестно, сколько я проживу на этой земле. Но чем быстрее я скажу, чем быстрее это зафиксируется в интернете, останется, когда-нибудь кому-нибудь это, может быть, принесет пользу. Потому что я это делаю от чистой души, искренне, то как можно помочь своим братьям-украинцам. Что нужно будет, оставите, что не нужно, можете не пользоваться. Но вот как-то так. Поэтому я очень надеюсь, что вы окажетесь сильнее нас в этом вопросе и не поведетесь. Но это так, давайте больше к этому возвращаться не будем, потому что это пока это еще не стоит у нас на повестке дня, у нас стоит на повестке дня совсем другое. Так что вот так вот, друзья. Так, 9 мая, Киев наш, ура, ура, ура. Нет, вы что? 24 февраля вы напали, 27 февраля Киев уже ваш. Какой 9 мая? Вы что это? Двигаете тут куда хотите. Не-не-не, так не пойдет. 27 февраля 2022 года вы уже должны в своем парадном костюмчиках выйти и показать всем, о чем вы говорите. Какой 9 мая? 9 мая. Вы никогда не возьмете Киев. Вы даже не представляете, я не знаю, можно это говорить или нет, но я вас предупреждаю, что вы никогда не возьмете этот Киев. Он так подготовлен, что это вам будет не маленький Грозный брать, который имел на вооружении только гранатометы и автоматы. Вы просто будете там похоронены все. Это я вам секрет раскрываю, который, наверное, не надо раскрывать, а дать вам зайти, чтобы вы там узнали. Вы не знаете, что такое ад. Вы узнаете, когда попробуете войти в Киев, что такое ад. Я вас уверяю. Вы глубоко ошибаетесь. Так что вот такие вот дела. Ну ладно. Так, друзья, ставим лайки. Почему опять лайки перестали ставить? Друзья, в аду сейчас мы, говорит Елена, захлебнуться, иншалла. Да, Алла. Хармилу. Орти, аслану, котырюштар. Он цойсо. Дела. Хозамо. Так, ну, друзья, комментарии заканчиваются. Мне нужно тогда уже идти. Я постараюсь. Так, лучше не говорить, потом сюрприз будет. Ну, я думаю, разведка у них работает. Так-то, я думаю, у них информаторы там есть и в Киеве, к большому сожалению. Я скачал программу автоматом ставить лайки. Эдвард. Дуже дякую, Эдвард.
Так что вот такие вот дела. Может быть, я сегодня вечером выйду в стрим на YouTube канале, может быть, здесь выйду. Но мне звонят, пишут, друзья, поэтому мне нужно дальше работать на благо освобождения великой Украины. На этом я, наверное, тогда наш сегодняшний стрим закончу. Но не пропадайте. Увидим, как зайдет Ахмат. YouTube как называется? YouTube называется так же, как вот этот канал, Reality. HRCI, Human Rights Center Ичкерия, правозащитный центр Ичкерия. Подходите, заходите, подписывайтесь. Также я вас еще раз призываю, второй канал в ТикТоке, потому что на фашистской России будет запрещен YouTube канал. В ТикТоке Аслан Арцуев. Меня так зовут. Аслан Арцуев. Мой канал. Второй, запасной. Этот мой в любой момент могут забанить. Идет охота просто. Они везде меня пытаются банить. Так что заходите, подписывайтесь на том канале. Давайте наберем 1000 подписчиков, чтобы я мог выходить в эфире, когда здесь буду забанен. Всего самого хорошего. Ассаламу алейкум. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Господи, благослови Америку.